Пособие в максимальном размере, сколько выплатит якутянам, потерявшим работу. Не допустить распространения коронавируса. Сезон золотодобычи совпал с режимом повышенной готовности. Тренировка по синхронному плаванию дома. Как заниматься, не имея особняка с личным бассейном. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Пика эпидемии коронавируса в России нужно ожидать в июне-июле. Это мнение высказал врач-инфекционист профессор Николай Малышев. Также эксперт рассказал, что сейчас по 3 вариантам вакцины в Китае и Америке уже проходят клинические исследования на людях. Но готовый продукт можно будет получить лишь через полгода-год. С лекарством дела обстоят не так оптимистично. Это более долгий процесс, который может занимать и 10-15 лет. Сейчас в лечении используются существующие препараты. Это 92 наименования, для каждого случая индивидуально. По мнению профессора, России удалось подготовиться заранее к эпидемии. Именно это стало причиной не таких масштабов смертности от вируса в нашей стране. У нас пандемия началась позже, у нас был определенный лаг, у нас было время, когда мы могли подготовиться для борьбы с эпидемией. Централизованная государственная медицинская система в России, безусловно, тоже сыграла большую роль. В нашей стране очень сильная санитарная эпидемиологическая служба. Это еще с советских времен идет. Она централизована, она подчиняется строго по вертикали. И, безусловно, вот эта работа тоже сказалась на том, что у нас в значительной степени меньше пока летальность. Граждане, потерявшие работу с 1 апреля и обратившиеся в службу занятости, получат пособие в максимальном размере. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, его сумма в республике увеличится на размер районного коэффициента. Постановление о выплатах в апреле-июне 2020 года подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. На территории Центральной и Вилюйской группы районов максимальный размер выплат составит от 17 до 20 тысяч рублей. В северных районах республики максимальный размер пособия будет 24 тысячи. Срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений продлили в России. Указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о документах, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля. Согласно указу, россияне, которые не успели получить паспорта по исполнению 14 лет, в качестве удостоверения личности смогут использовать свидетельство о рождении или загранпаспорт. Президент также поручил МВД России определить порядок и сроки замены и выдачи документов. Режим повышенной готовности, объявленный в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, совпал с сезоном золотодобычи. Основная часть работников приезжает из регионов России и ближнего зарубежья. Как соблюдаются меры по недопущению распространения инфекции в Усть-Майском районе, смотрите далее. На полигонах Усть-Майского района, Солнечном Егоренке, Звездочке и на участке Алахюнь добывает драгоценный металл более 10 старательских артелей. Для работы востребованы специалисты высокой квалификации, которые сезонно на период золотодобычи заезжают в наш район из-за пределов республики. Система взаимодействия администрации муниципального района и муниципального образования с руководителями артелей по изоляции приезжающих отработана. По мере поступления к ним народу они составляют списки и передают нам, кто прибыл, кого посадили на изоляцию, на карантин. То есть условия соблюдаются. Также и с врачами они взаимодействуют. Объясняем эту ситуацию людей, чтобы они не контактировали в основном, не с местным населением. В основном работа и отдых. Это основная сегодня задача, которую мы доводим до своего коллектива. Приезжие старатели проходят несколько этапов проверки, пока они доберутся до места работы. Это и в аэропортах, и главное – на посту при въезде в район. А сразу же по прибытию в артель их помещают на самоизоляцию. Но мы несем ответственность за жизни других людей в первую очередь, и поэтому будем стараться, чтобы изоляция приезжих работников соблюдалась и ничего страшного не произошло. Мы, как артель, в этом заинтересованы, мы хотим работать, и мы, конечно, молимся и делаем все, чтобы все прошло благополучно. Руководители района постоянно держат на контроле ситуацию.
а главы поселений следят за обеспечением порядка исполнения режима самоизоляции. Мы проводим дезинфекцию в МКД. У нас 3 человека, которые этим занимаются. Д-средства мы закупили. В Якутске закупили маски. Также имеются маски на предприятиях. Ну и население проинформировано о самоизоляции. Вы видите, что в поселке фактически движения нет. Некоторые старательские артели уже закончили принимать работников. Тем более, что зимники и переправы уже закрыты. На данный момент завоз закончился. Те, которые там неделю, там чуть побольше назад заехали, они все находятся в обсервации, выжидают 2-недельный срок. Несмотря на то, что во многих артелей количество рабочих мест закрыто всего на 90%, директора золотодобывающих предприятий надеются доукомплектовать артели после режима повышенной готовности, но в то же время осознают всю опасность проникновения инфекции на свои объекты. А не дай бог, если появится хоть один человек в нашем здесь закрытом месте, это приведет к коллапсу, по сути дела, потому что и парализация всех процессов, и экономику, и все. Согласны все, что необходимо установить заслон этой заразе. У старателей есть преимущество в том, что они располагаются в труднодоступных местах, куда случайный человек не попадет. Да и закрытие ледовых переправ и весенняя распутица и ледоход поможет самоизолироваться от внешнего мира. Юрий Таюрский, поселки Солнечный, Югоренок и Звездочка. Министерство просвещения страны объявило о переносе всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного года, рассказывает Ульяна Шагина. ВПР в апреле и мае должны были писать все школьники страны с 4 по 11 классы. Но после консультации с учителями, руководителями образовательных учреждений и родительскими комитетами было принято решение о переносе. Принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. Родители якутских школьников такой перенос, мягко говоря, в восторг не привел. Они считают, что после летних каникул детям сложно будет восстановить знания по пройденному материалу. Между тем, по заявлению Кравцова, результаты этих работ в сентябре не будут аттестацией для самих школьников, и за них не станут выставляться оценки. Они нужны будут для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этих диагностик получат соответствующие рекомендации школы, учителя, и будет выстроена необходимая методическая работа. К этой работе мы привлечем педагогические вузы, институты повышения квалификации, методические службы. Уже началась работа по подготовке таких программ, и эта программа будет координироваться Министерством просвещения. Корректировки могут быть внесены и в проведение основного госэкзамена для девятиклассников. В этом году ОГЭ будут сдавать 13 тысяч якутских школьников в период с 8 июня по 31 июля. С учетом эпидситуации регионы могут поменять дату их проведения. Экзамены будут проходить только по 2 основным предметам – математике и русскому языку. Предметов по выбору в этом году не будет. Между тем, Минпросвещение оповестило регионы и об изменениях касательно заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году проводиться не будет. Все участники заключительного этапа считаются призерами. Что касается единого государственного экзамена, об его отмене пока нет информации. ЕГЭ для всех учащихся страны начнется с 8 июня. Здесь также в случае необходимости сроки могут быть передвинуты на более поздний период. Окончательное решение Минпросвещения примет после майских праздников. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск. Карантин не препятствие к общению между педагогами и детьми, убеждены воспитатели детского сада «Василек в Алдане». Находясь на изоляции, взрослые вместе с детьми создали короткометражный фильм, посвященный домашним хлопотам и увлечениям. Картину, пока еще не вышедшую в свет, увидела Татьяна Вахнина.
Отовсюду черпая что-то новое, малыши чуть-чуть взрослеют с каждым днем. Воспитанники детского сада «Василек» дома время используют с толком. Они не только играют, но также познают книжные премудрости и предаются творчеству. Под чутким руководством мам и бабушек девочки осваивают кулинарное мастерство, а мальчики оттачивают сноровку в исключительно мужских умениях. Не сидят без дела и воспитатели. Привычка, как известно, вторая натура. И каждый день педагоги начинают с зарядки. Кроме того, вынужденное домоседство дает возможность привести в порядок документацию. Также воспитатели делают иллюстрации к сказкам, продумывают логические игры и выстраивают занятия, возобновление которых ждут как они сами, так и их воспитанники. Домашние дела и увлечения легли в основу фильма. Идея его создания принадлежит руководителю художественной мастерской «Василька» Людмиле Шевченко. В работе над картиной приняли участие и взрослые, и дети, рассказала по телефону воспитатель Наталья Колпакова, в настоящее время осваивающая стезю режиссера и монтажера. Нужно было собрать фото и видеоматериал с каждого работника. Затем самое сложное – обработка и монтаж. Достаточно кропотливая работа, но получилось быстро. Процесс создания ролика даже понравился. Интересно пробовать себя в чем-то новом. Педагоги «Василька» убеждены, просторы для творчества и развития безграничны. Изоляция и карантин не стали препятствием к общению наставников с детьми. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. 2 робота начали помогать работникам медицинских учреждений в лечении пациентов с коронавирусом в больнице Пертамина Джая в Джакарте. На кадрах можно увидеть одну из электронных медсестер по имени Эми с подносом в руках и защитным экраном на голове. Оператор Бернард, управляющий роботом, объяснил, что у Эми есть датчик лидар, который сканирует комнату, в которой находится робот, и с помощью полученной картинки робот может доставлять лекарства в палату каждого пациента в больнице. Этого робота зовут Эми. У него имеется датчик лидар, который сканирует комнату, в котором находится робот. И с помощью полученной картинки робот может доставлять лекарства в палату каждого пациента в больнице. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала, что даже по такому виду спорта тренировку можно провести в домашних условиях. И для этого вовсе не нужен особняк с личным бассейном. Девушка с легкостью выполняет элементы синхронного плавания в обычной ванне. Помогает ей в этом и маленькая дочь, которая, очевидно, пойдет по стопам мамы в будущем. В соцсетях Ромашина и спортсменка со своей дочерью в ванной исполняют движения из программы синхронистов, напевая мелодию. На счету Ромашиной 5 золотых олимпийских медалей. Кроме того, спортсменка 21 раз выигрывала чемпионаты мира. Ежегодно 19 апреля во всем мире отмечают День подснежника. В этот день Минэкологии Якутии объявляют конкурс детских рисунков этого хрупкого цветка с призывом сохранить нашу северную природу. Условия конкурса можно найти в инстаграм-аккаунте Минэкология Якутия. Подснежники – единственные цветы, которые не боятся холода и пробиваются прямо из-под снежного покрова. Своим появлением они символизируют наступление весны. Эти растения весьма неприхотливые и встречаются во многих уголках земного шара. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.